Приветствую вас, мои дорогие подписчики! Если еще не подписались, прошу вас подписаться на мой канал о Якутии. Итак, недавно я побывала в селе Актемцы у пенсионерки, матери 3 детей, бабушки 4 внуков, Павловой Александры Егоровны. Александра Егоровна не сидит без дела, а помогает своим детям воспитывать внуков и занимается рукоделием. Еще кто-то нас хочет? Вида? Сейчас. Я каждую неделю, каждые каникулы сюда приезжаю. Я тут нормально. У бабушки хорошо. Издавна рукоделие было традиционным занятием якутских женщин, которые с детства учились шить, вышивать и сами изготавливали одежду и предметы интерьера. Я с детства люблю шить, вышивать, вязать. После стала заниматься лоскутным шитьем, делаю из конского волоса махалки разные. По-якутски дейбир. Моя мама, когда я была маленькая, она шила шапки, унты, одеяла разные лоскутные. Бисером шила, и вот я на нее смотрела и училась сама. Да, вот махалку делаем из конского хвоста. Хвосты бывают разные, длинные, короткие. Сначала моешь. Эта работа очень грязная, много воды надо. Стираешь, полоскаешь, потом сушишь и потом плетешь. Вот. По 20 штук так набираешь и считаешь 20 штук. И нитку делаешь, одну связку. Вот так. А на один дейбир сколько таких связок надо? Много надо. Это хватит, это я уже почти закончила. Сейчас буду нанизывать на иголку, такую длинную. Столько надо длины на одну махалку. Потом крутишь на ручке, вон делаешь такую юбочку красивую. А конский волос где берете? У людей беру. От комаров и от злого духа. Высеке еще носят как украшение. Очищаешься. На заказ не делаете, да? Нет. Только для себя и своих? У меня очень много работы. Я очень много работаю. Ухаживаю за внуками. Они у меня совсем маленькие еще. Детсадовские. Из волос вот такие делаю. Панно, вот это из волос. Харыскал называется это. Харыскал — это оберег. Оберег. По-якутски оберег. От чего оберегает? От злых духов, с глаза, порчи. Ну, это по якутскому обряду. Эта работа называется Амукмас, священное дерево. Природа, солнце, кони, лошади. Как долго вышивали эту работу? Эту работу я вышивала 2 года. Вот утки. Вы рисунок откуда-то копируете или? Нет, я сама вижу, буду так делать, набросок делаю. Я сама рисую. Вот. Еще такие я вышиваю настенные. Вот, это шитье, кабытык. Украшение лошади, вышивка. Как ковер я сделала. По-якутски как называется? По-якутски чапрах. Чапрах для лошади. Так. Как долго делали? Это долго делала, много же. Пятиглазый оберег был. Это тоже ручная работа, это тоже все ручная работа. Без единой машины. Руками только шьешь.
Старинная ручная работа называется кабытык. Тоже только иголкой шьется. Это сукно, ковер шила я из сукна, из старого пальта. Материал не покупали, да, специально? Нет, из старого пальта, барыта и костюма. Это ковер, это вот подушка. Это из сукна тоже ручная работа, без единой машинки. Китайское сукно покупное. И еще такие коробки, тоже ручная работа. Вот это все. Вот. Все ручная работа. Это машинное шитье, обох называется, лоскутное шитье. Это здесь вот сидишь. Это шила я 3-4 года тому назад из остатков тканей шелковых на машинке шила. Коверчик цветастый, яркий, красочный. Тут дети смотрят и цвет различают. Ну да. Красный, желтый, зеленый. Так смотрят, я их учу. Это моя самая первая работа. Чепрак, конский чепрак. Это ручная работа, вышивка. Моя мама, от нее остались бисера, вот старинные бисера это. И я решила вот шить чепрак конский из остатков бисера. Этот бисер старинный бисер, крупный. Сейчас таких не делают в Советском Союзе. Сейчас все бисера привозные, тяжкие, а это русский. Вышиваю рукавицы также. Очень много я вышивала рукавицы и продавала, подарила. Вот дочке вышивала последний раз. Зимние меховые рукавицы. У нас зима холодная, поэтому рукавицы должны быть теплые. Рукавицы по старому методу, по якутскому. Игрушку внука я преобразила вот такой вот конек с чепраком, с украшением. Еще я люблю копить посуду старинную. Вот у меня есть чарот, осталось от моей тети 50 с чем-то лишним году выпустили чарот. Старинный чарот. Вот стёрся краска. Это якутская первый чарот. Фарфоровый. Это от тети осталось. Это вот осталось от моей бабушки. Это кытыя, деревянная она, и чарон деревянный. Вот. А внизу это посуда из бересты. Это мне подарила моя сестренка. Тут написано 81 год из бересты. Я хочу в будущем построить балаган и все это туда вынести. Вот из бересты я делаю такие вот поделки. Это у нас солома. Я хочу пожелать здоровья, счастья, благополучия, мира на земле, чтоб не сидели просто так, чтоб учились шить, вязать, вышивать, сохранять свою якутскую культуру, чтоб знали свой родной язык, чтоб берегли свою родную природу. Это все связано с природой. И чтоб чистого неба всем желаю. Благодарю Александру Егоровну за интересную беседу. Желаю крепкого здоровья и благополучия. Всем спасибо за внимание.